пока не видно. Добавить гостя. Так, еще раз я выключаю тогда. Угу. Иду снова туда. Включаюсь. Да. Потом открытого диалога. Присоединиться. Уксоволь. Уксоволь. Ну, я себя вижу, а ты меня понимаешь или нет? Не, я вот не вижу тебя. Как? Ду. Сун хауш чумом даст хузает. Ну, не знаю. Я отправку запроса сделал. У меня, наверное, телефон завис. Еще раз, ты убрал. Только что было, убрал ты. Юя, это. Только что было видно тебя, и все. Сахи, эксуэт, Италия. Маш, доволь, алейкум ассалам, Шамсад, Шамиль, Шаевега, Маш, доволь. Сейчас одну минутку мы тут настраиваем. Сейчас все будет. Вот присоединиться, вот я нажимаю. Все, вот пришло. Все, а я сейчас включаем тебя. Видно? Вот, теперь видно. Ассаламу алейкум, сюрдикюль аят. Звук есть, да? Не слышно звука. А WhatsApp даю аят. WhatsApp. Тебе нужно... Так, скажите, как слышно. Аят, скажи вистрина, чтобы зрители могли сказать, слышно тебя или нет. Скажите, как слышно меня и как слышно аяда. Шалом алейхум, Ян Моназон. Шалом алейхум. Алейхим. А что? Так, тебя хорошо слышно. Шамсад, а аяда слышно? Вистрина аят. Нет, не слышно тебя, аят. Тебя не слышно. Ты со мной сейчас по WhatsApp говоришь по компьютеру? Да. Конечно. Говорим, было не просто там за углом как бы прячась, а мы прямо говорили. Слышно теперь? Ну, я включил, Аяд, я включил тебя со своего WhatsApp. WhatsApp не отключай, звук есть. Скажите, как вам слышно Аяда сейчас? Бог, Аяд. Тебя не слышно через YouTube, тебя слышно через WhatsApp, Аяд. Дальше мне что нужно делать тогда? Ничего, вот сейчас мы можем так говорить. Вроде тебя слышно. Можно так говорить? Да, WhatsApp только не выключай. Ну хорошо тогда. Если вот мы будем сейчас говорить о ситуации, которая складывается здесь у нас, я имею в виду в Украине, эти вот боевые действия на территории Курской, там, Белгородской области, наверное, это есть какой-то вот сигнал для тех, кто сегодня в России незаконно хотят провести выборы в марте, хотят президента назначить. Это не выборы, а какой-то обман, попытка назначить там снова Путина, и чтобы он дальше проводил свою эту политику. Но там вот я слушал людей разных, и российских, и украинских,
они там по-разному несколько говорят. Одни говорят, что там идут боевые действия, танки, БТРы, наступают, захватили какие-то села. А другие российские говорят, что это не так, что на самом деле это просто вот диверсионные атаки, которые вот, мол, значит, украинские или там их пособники ведут против России. В общем, вот такая идет война, так скажем, но по праву, если это действительно все граждане России, то они, собственно говоря, в этом смысле там могут проводить свои диверсионные атаки, потому что в России находится незаконный режим. Этот незаконный режим, как мы с вами говорили много раз, еще с 92 года, 31 марта 92 года была образована Российская Федерация России, как они говорили потом, потому что Российская Федерация России, как бы Россия масло масляное, как бы. Но в то же время и это их не устроило, они еще в 93 году совершили еще государственный переворот, расстреляли Верховный Совет РСФСР и убрали все эти договора, Конституцию, и приняли незаконным образом путем опроса населения новую Конституцию, в которой они еще вписали нашу страну, которая была образована раньше, чем сама эта Россия. И теперь все разговоры о том, что говорят, там вот война и все такое, конечно, люди имеют право свободно выражать свою волю в любой стране, они должны иметь, и сказать, кого они хотят выбрать. А в России это невозможно. То есть идет попытка восстановления или возрождения империи, Российской империи, которая была. Вот эта ситуация сейчас складывается, и мы наблюдаем за этим, зная, что вот наша территория Чеченской Республики, Грузии, Украины, естественно, и Молдовы, ну и других, я не буду перечислять, Беларусь, и другим вот угроза идет от этой российской власти. Естественно, что люди, которые сегодня идут и хотят там, значит, сменить власть, это важно очень. Нужно, чтобы была поддержка народа. Будет ли это поддержка народа, тогда и, возможно, на попятную пойдет власть. Не будет поддержки народа, значит, будет тяжелее. Пока не созреет народ, так скажем. Вот такая ситуация складывается. Мы вот на прошлой стриме, на прошлой говорили про эти вещи. Ну, в общем, вот я пока что об этом скажу. Если есть какие вопросы, все, мы на это будем отвечать вместе с Исланом. И надеюсь, что мы в будущем вот такой форме будем вести, значит, эти стримы. И кто будет подключаться, это слышно сейчас, я вижу по YouTube, и это будет слышно, вероятно, еще и в телеграм-канале, я так надеюсь, да? Да, я думаю. Ну да. вот такая ситуация для начала, Слава. И с нашим зрителям, пожалуйста. Баркал, Аят Дересхоль. Я сделал бы анонс, мы пока с тобой настраивали, чтобы это видеоформат. Дальше говорить, да? Я сейчас просто... Ну, вот я Давай, я говорю, анонс. а если меня слышат, пожалуйста, если я не слышу, кто говорит, ничего я не слышу, Аслан, тебя тоже не слышу. Ты меня не слышишь, Но Аят? я говорю, конечно, Ты меня не что слышишь? еще можно сказать по этой ситуации? Можно сказать так, вот, что военной тактики, но еще более, не менее важно, вот эта информационная война, которая идет против, скажем, Украины и против всех других, скажем, стран, которые они захватили. Нашей Чеченской Республики, Грузии, они захватили республики и все, которые пережила Украина и другие территории, они захватили, сидят и врут. Это, собственно говоря, фашистская, значит, идеология. Чем невероятнее ложь, тем она, мол, это больше ее поедет. Вот так вот идет. Идут разные разговоры. Георгий, извините, пожалуйста, Георгий. Аят, подожди секунду. Аят,
Ты меня не Со слышишь? всех сторон идет вот эти все блокада. Мгм. Хорошо, я Аят, потом скажу, если меня услышит, пожалуйста. да, Аят, Вопрос ты меня не есть? слышишь, Да, да? Аслан? Ты меня не слышишь? Я тебя слабо слышу, очень слабо. А так лучше? Так лучше? Так лучше меня слышно? Так лучше? Вот так тоже вот слышу, но не очень. Слышу что, да? И буду тише. Просто здесь в Телеграме сейчас подключился Георгий, по-моему, Муса. Наши друзья грузины подключились, Да, они поприветствовали, поздоровались, но ты их не слышишь. Они мне сказали, да. Мгм, ты их не слышишь. Тебе нужно в Телеграме что-то сделать. Ну, может быть, я сейчас, подождите, сейчас, может, включу Телеграм и буду их там слышать. Секунду. Георгий, извините, у нас тут возникли некоторые технические вопросы, моменты. Просто мы с Аядом не очень хорошо разбираемся в технике. И он вас не слышал. Ни вас, ни Мусу. Поэтому я вас отключил. Я вам сейчас включу микрофон, Георгий. И вы можете говорить, конечно же. Так. Вот теперь слышите меня? Вот, да, теперь тебя слышно? Я слышу. Вот я тебя слышу. Я включу Телеграм. Я тогда WhatsApp отключаю. Освободила. Хорошим сэр, хакер, чего здорово. А наши грузинские друзья и другие, кто подключился, они нас слышат? Да? Да, мы вас слышим. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы решили вот так вот как-то инициировать вот эту нашу работу, чтобы соединять ее с вашими, с азербайджанцами, с другими. Как-то вот кавказская такая ситуация тоже не может быть, как говорится, забыта. В этом плане мы хотели это сказать. Так, здесь что у нас? Да. Да, вам тоже мы благодарны. Сейчас вот у меня здесь основном мы пытаемся создать такую Да, пробуем создать. такую ситуацию. Вот, слышно, как я говорю, слышите, да? Там и там слышно, да? Не Скажите, как в эфире слышно? Аслан, ну как, тогда ты веди давай. Я тебя буду говорить. Ага, хорошо, Аят. Я тогда сейчас сделаю анонс, просто мы его с тобой не сделали, пока разбирались, что в видеоформате все было. Так, сегодня 12 марта 2024 года, прямой эфир с сопредседателем Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия на платформе открытого диалога 21 стрим с Аядом Идиговым. И тема сегодняшняя: на территории России идут военные действия. Дело в том, что сегодня утром батальоны, группы из Легион Свобода России, РДК, Русский добровольческий корпус, и Сибирь, по-моему, называется, Свобода, и Сибирский батальон заявили о проведении совместной военной операции на территории Курской и Белгородских областей. Как и обещали, в то же время представители Легиона Свобода России, Русского добровольческого корпуса РДК и Сибирского батальона о проведении совместной военной операции на территории этих регионов. И как и обещали, на нашу русскую землю мы несем свободу и справедливость. Раньше мы говорили, что свергнуть преступный диктаторский режим РФ мирно не получится, его можно устранить лишь с оружием в руках. Этой ночью мы начали выполнение обещания. Идут ожесточенные бои на территории Российской Федерации, говорится в сообщении Сибирского батальона.
Представители этих добровольческих подразделений уточнили, что взяли под контроль село Лозовая, Рудко-Белгородской области и проводят операцию в поселке Теткино Курской области. Телеграм-канал «База» писал, что в результате стрелкового боя в поселке Теткино 2 раненых, в том числе местный житель. По данным провоенного телеграм-канала «Варгонза», несколько вооруженных групп пытались прорваться на пикапах на территорию Курской области со стороны Украины при поддержке минометного и артиллерийского огня. Также сообщалось о попытке прорыва в Белгородскую область. Но ФСБ, кстати говоря, сообщает, что более 100 человек они уничтожили, 6 танков, САУ «Цезарь», 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт. То есть, как минимум, ФСБ, это, конечно, ложь, без сомнения, но как минимум ФСБшники рассказывают, что там есть танки, БТРы, и как минимум 100 человек там имеется, раз они говорят уничтожили. Конечно же, это абсолютная ложь, я даже не знаю, не вникал во все, просто могу ответственно заявить, что ФСБ, если можно сказать ложь, никогда не скажет правду, а в данном случае у нее просто огромное поле для лжи. Аят, ты с экрана исчез почему-то. Я исчез? Да, тебя не видно на экране. Не знаю, что это такое. Прямой эфир я включу радугу, написано. А сейчас есть? Нет, пока не видно тебя. Нет? Говорят, 200 с чем-то Кого? Русский? Не знаю, что у нас получается. Так. Может, ты потому что ты в Телеграм с компьютера вошел, Аят? Да, я с Телеграм пошел, с компьютера вошел. А ты, значит, телефон не трогал, просто отключилась, да, получается? Да, я вот включил тот. Телеграм по компьютеру, и все. И вы меня слышите, так я понимаю? Ну, я тебя слышу по Телеграм. Я тебя сейчас слушаю по Телеграм. Хорошо. В Ютубе тебя не видно. Риль Хезбоха Аят. Тебя очень плохо слышно, кстати говоря. В общем, что-то здесь происходит непонятное пока для нас. Но мы еще не отработали, к сожалению, но слышно и видно сейчас? Не видно тебя, Аят, не видно. Слышно только по Телеграмму. Слабо слышно, кстати говоря. Слышу, да, слабо. Давай тогда, Асан, поговорим уже по Телеграмму. Как-то мы увидели, они увидели нас, а в следующий раз мы обязательно все это отработаем. Хорошо. И будем как-то действовать. Хорошо? Тогда, смотри, эфир тогда как есть, мы в YouTube продолжаем, потому что нас сейчас смотрят 302 человека, и я думаю, еще больше будет. А ты тогда говори. Хорошо. И тогда говори, и все. Так, продолжим. А следующий раз, вот, там же по телеграм-каналу они все слышат, наши друзья, так, я надеюсь, да? Ну да, сейчас слабо слышно, но я сейчас отключу свой микрофон в Телеграм, и тебя станет лучше слышно. Ну, значит, давайте на этом мы с этой видео пока оставим. Так. У нас есть такая вот комбинация там по YouTube, по телеграм-каналу, в TikTok, в нескольких местах вот как бы сразу задействовано было. Вот такая ситуация. Что происходит в Грузии? Какие события? Можете сказать? Какие дела там у нас интересные? Или можно информацию получить, да? Да, конечно.
Тут обстановка напрягается. В смысле, в каком смысле? НГО, негосударственные, неправительственные организации стараются взять верх по вопросам идентичности ЛГБТ общества. То есть неправительственные организации, которые оплачивают этими сторонами Мухес, Алиш, диктор Эстерезе. разногласия в обществе, то есть подорвать легитимность государства. Да. Наше правительство пока держится, хотя она подписала договор, я имею в виду о фактическом правительстве нынешнем. Они подписали закон, который дает им многие права, но с другой стороны хотят запретить пропаганду ЛГБТ-сообщества, что вообще-то правильно. Но там уже из-за этих курьезов правовых вопросов будут очень большие давления. Так что эти общества готовятся снарядить и вывести на улицы своих, так сказать, сообщников в этом деле. То есть тут проблема пока спокойная. Иба Эркас, Аят Хези, Суам Хези Харсон, Аят Хези Барас. Понятно. Все неспокойно. Не слышно, Аят. Елки-палки. Да. Что вот грузины, я вот сейчас как бы вмешиваюсь, Аслан, давай тогда. Особо дела. Так. Аят, Хезисва. Продолжай, О чем мы говорили, Аят? Я просто сейчас настраивал, было очень плохо вас слышно, нужно было... Здесь сейчас вот Георгий говорил о том, что какая ситуация в Грузии внутренняя. Мы же сейчас и по Грузии, по всем регионам, как из бывшего Союза говорим, и говорим в основном связано с тем, что вот сегодня вот такая вот ситуация, там, военное действие на территории России, что там, какие вот по этому поводу, вот вокруг этого мы решили говорить, но поэтому вот это было, хочу сказать. А ты продолжай дальше. Кто там у нас еще? Вот наши друзья здесь, Лечи здесь, Муса здесь. Сегодня я, правда, не успел никому разослать ничего, приглашение, но они автоматически должны были войти, наверное, привыкли, что их приглашают. Ну ничего. Сколько у тебя там по YouTube и там слушают? Сейчас в данный момент 136 слушают. Из-за звука вышли некоторые, видимо. Ну, нормально. Сейчас потихонечку будем общаться. Сейчас люди соберутся. Да-да. Я тогда вот расскажу про прорыв РДК. Да, можно статью зачитаю? Да. Давай. Потому что это очень, мне кажется, интересно и важно, потому что война уже открыто переходит на территорию фашистской России, и сейчас уже именно русские, которые за демократию, за свободу. Я хочу просто зачитать обращение Легиона Свободы России. Мне кажется, оно небольшое, очень такое емкое. Их хорошо показывает цели Легиона Свободы России. Доброе утро с российско-украинской границы. Как все наши сограждане, в Легионе мы мечтаем о России, освобожденной от диктатуры Путина. Но мы не просто мечтаем, мы прилагаем все усилия, чтобы эти мечты реализовать. Мы будем отбирать у режима нашу землю сантиметр за сантиметром. Россияне будут спать спокойно, не бояться звонка в дверь, будут без опаски говорить, что думают. Россияне будут голосовать за кого хотят, а не за кого должны. Россияне будут жить свободно. Легион идет за Россию, за свободу. Вот такое вот обращение от Легиона Свободы России. И все эти дни, ну как передают, не знаю сейчас до конца, какая информация тут достоверная, но с нашей стороны, с украинской стороны сообщается, что
РДК, Русский добровольческий корпус, берет небольшие, которые населенные пункты находятся в Белгородской и Курской области, они берут один за одним. Один за одним. И вот такая вот ситуация. Посмотрим, может это приобретет, будем надеяться, хотелось бы верить, скажем так, что это приобретет такой эффект домино, и все посыпется, но будем наблюдать и желать. Никогда не думал, что буду русским националистам желать удачи, буду желать им удачи. Так, и в принципе все. Вот могу еще от Минобороны заявление зачитать, Аят, от российского Банобороны. В свою очередь Минобороны РФ заявили, что сорвали попытку Киева осуществить прорыв на территории Белгородской и Курской областей. Попытка вторжения Украины в Белгородскую область шла одновременно в районе населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка, Сподарюшина. Попытавшимся прорваться подразделениям были нанесены удары авиации, ракетными войсками и артиллерией, уточнили в ведомстве. На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки 3 танка и бронетранспортер, в районе Сподарюшина 2 танка. Все атаки ВСУ отражены, якобы пишут банд Минобороны. Украинское формирование, понеся существенные потери, отброшены. Нарушение границы не допущено, пошутили из Минобороны. Кроме того, с 8 часов до 8:25 минут отбиты 4 атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино, Курской области. Понеся значительные потери, противник отброшен, говорится в сообщении Минобороны РФ. Между тем, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Легион «Свободная Россия», Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон на территории РФ действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан Российской Федерации. На территории Российской Федерации они действуют абсолютно автономно, самостоятельно, выполняют свои общественно-политические программные задачи. В конце концов, это уже не первые подобные действия этих структур и организаций на территории так называемой РФ, сказал он в комментарии «Украинской правде». Также сообщалось сегодня, что огромное количество дронов одновременно атаковали и Москву, и другие регионы фашистской России, и они как бы сопровождают и поддерживают вот эти 3 корпуса, батальона, как их правильно назвать, вот их поддерживают, и война перешла на сторону на территорию фашистской России. Слава Украине, слава ЗСУ! Все, я все. Пожалуйста. Героям слава. Аминь. Вот тогда вопрос возникает. Как ты думаешь, вот это приобретет такой, они уже не в первый раз туда заходят, как ты думаешь, это может приобрести такой лавинообразный характер? Поддерживают русские, в чем я лично сомневаюсь, ну, твое мнение по этому поводу? Ну, мы понимаем, что российская пропаганда настолько она охватила все население свое, что то, что происходит в Украине, они полностью взяли, вот полностью их пропаганда настолько вот Путин и остальные взяли и ведут свою линию. Я говорю про информационную такую войну, которую они проводят, и говорят, что это все, в общем, бандиты, террористы и все на свете, и что они хотят нас всех разбить, чтобы пролилась кровь самой России, чтобы все народы друг друга убивали, отдать нас, мол, ау, поднимайтесь, давайте против Украины, если ее не задавим, то в конечном итоге нам будет конец. Вот такие лозунги они выдвигают и говорят об этом. В то же время есть и такие опасения, что они не до конца вот это все, вот, что мы видим, помощь Украине, она идет очень, скажем, в последнее время, так скажем, слабо, и они все вот жалуются, все, кто там, значит, выступает, говорят, что недостаточно помощи от Европы, недостаточно от Америки, что нам нужно помогать, там у них
масса танков, тысячами бездействует, а им до 35 всего отдают, которые они хотят якобы на списание дать. И самолеты F-16, их масса, и дают только несколько штук, там, или десятков, по десяткам исчисляется. И это как-то вызывает подозрение какое-то, что же происходит. Вот такое вот. Я имею в виду рассказы, которые говорят вот эти, значит, политики американские, другие, есть и другие вот такие вот высказывания, что я уже говорил, что, оказывается, американское там оборудование или западное оборудование через Китай или через Индию там как-то промежуточно они делают, и это попадает снова, скажем, в Россию, и они там свои эти делают военные оборудования, или танки, или самолеты, все что такое. И когда вот спросили, вот они прям называли людей, кто этим занимается, и это очень известные такие бизнесмены американские. Они сказали, говорят, мы не можем ждать, пока в мире установится мир, бизнес требует расширения. То есть для них, если есть какая лазейка, то мы будем этому расширять. То есть, видимо, в этом отношении сейчас где-то вот говорится общем, что вот так и вот так, а те всякими уловками, хитростями туда дают им оборудование, дают им это все, что заблокировано, где-то обход идет. В общем, Россия готовится и, видимо, серьезно готовится и не будет останавливаться. Поэтому этот вопрос поднимается и в Америке, и говорят сейчас накануне выборов президента, Трамп, там Байден. Причем вот эта работа, значит, информационная, она очень важна, и поэтому вот они обвиняют, с одной стороны, и даже сегодня власти Америки обвиняются, вы, наверное, все слышали тоже, и он придет, если Трамп, то будет лучше, что он остановил якобы когда-то войну. В общем, такая непонятная ситуация, настолько она, вот эта информационная война идет. Но я так понимаю, что бы там ни говорили, как бы ни говорили, те или другие, защищать то или ясно одно, даже вот некоторые пытаются, вот я как раз завершу, сказать, что вот Путина мы обидели, не послушали его, а надо было с ним послушать, поговорить, и там называют они, вот они взяли, когда напали туда, мы ничего не сделали, и называют, вот на Грузию напали, мы ничего не сделали. Но они забывают, что когда они на Чеченскую республику ничего не сделали. Поэтому это меня вводит в какое-то вот такое мнение подсознательно, что, понимаете, здесь такая ситуация, что, оказывается, здесь я понимаю, что на Грузию напали, они бы их задавили бы, это было бы хорошо, дали возможность. Но они не дали, и они там захватили территории грузинские. А почему они не говорят про Чеченскую республику, которая столько воевала, столько людей потеряла и создал свое правительство и свое государство в соответствии с международным правом. То есть там что-то такие двойные стандарты, вот что я хочу сказать. А раз они про это говорят, значит и в этом вопросе, и в Украине, и везде вот эти двойные стандарты. Они говорят, вот это можно, а это нельзя. Вот это распределение выводит, допустим, на мысль, что вот какая вот здесь вот идет какая-то непонятная игра. Надеюсь, что мы все же это значит, поймем и правильно возьмем значит, ориентир. Но главное, чтобы сегодня Украина победила. Это нам всем нужно. Значит, мы должны не их слушать, а должны думать о том, что сделать с нашей стороны в информационном плане, не давать, вот, допустим, есть сегодня в Украине какие-то вот недостатки, так? Но если это не преступление, то ошибки бывают везде, но, как говорится, коней на переправе не меняет, нужно эту власть поддерживать, и чтобы она могла изгнать этого оккупанта со своей страны, освободить все территории Украины, все территории 91 года. И после этого
мы будем иметь возможность, как раз откроется возможность, далее, значит, развивать эту работу по освобождению захваченных территорий и наших государств остальных, и нашей республики, Грузии, Молдовы и далее. Я так думаю, это будет. Если этого не будет, то, значит, эти диктаторские режимы в мире, они так или иначе пытаются задавить демократическое государство. Вот что я скажу. Спасибо. Спасибо, Аят Баркал, Дересхуль. Георгий, может, вы сказали бы что-нибудь по сложившейся ситуации? Есть ли у вас мнение по этому поводу? Да, пожалуйста. Добрый вечер еще раз. Здравствуйте. Я внимательно слушал и вас, и как вы, как и мы тоже внимательно наблюдаем за политическими и экономическими процессами во всем мире. Чтобы ответить на какие-то вопросы, почему это происходит, мы задаемся вопросом, а что подтолкнуло, что толкает на такие действия и Россию, и Америку. Вы понимаете, что ни вы, ни мы, ни маленькие государства, которые сейчас волнуемся о нашем будущем, не игроки, не ключевые игроки на этом большом игровом поле. То есть я хотел бы сказать, что чтобы внести какие-то корректировки или в войне, или в политике в первую очередь, война это уже конечный вариант любой политики. Чтобы внести какие-то корректировки, нужно иметь ресурсы. В первую очередь это ресурсы финансовые, вторые это военные, третье уже как человеческие и политические ресурсы. Мы понимаем, что мы как молекула на этом большом фоне среди этих государств, среди Америки, Китая и России. Я понимаю, что и всегда задаемся вопросом, как получилось так, что три эти большие государства, которые они очень сильны, все ядерные державы, не смогли удержать равновесие в мире. И приходится вспоминать моменты, кто как реагирует на то или иное действие другой страны. Давайте посмотрим с точки зрения, так сказать, не эмоционального, а фактического ракурса, что случилось с Россией. С Россией, начиная 30-летней давности, когда СССР развалилась. Оно развалилось само собой, или к этому подталкивали, это еще отдельный вопрос, но мы все знаем, что Россия имеет огромные природные ресурсы. По суммарной количеству это примерно четверть всех мировых ресурсов, которые можно посчитать, находятся в России. После развала СССР вы понимаете, что это лакомый кусочек для всех развивающих стран. И как мы видели, с 90-х годов под лозунгом либерализма Россию захламили второстепенными ширпотребами. То есть в Россию закрылись фабрики, заводы и начали жить иным, так сказать, капиталистическим миром. Можно на этот вопрос посмотреть так, что никто никогда не захочет, и это было видно по факту, чтобы Россия как страна развивалась. Это видно по всей истории, с Первой мировой войны, Второй мировой войны, и вот уже почти дошли до Третьей мировой войны. 30 лет тому назад мы в университете учили политэкономию. То есть мы успели учиться тому, что сегодня нигде не учат. Мы там делали разные варианты, как сложится наша жизнь в недалеком будущем. То есть уже не в СССР, а пост СССР в развивающей стране.
Политэкономия, конечно, учит и проблемы своих соседей. Мы поняли, что Европа, которая захламила сейчас мигрантами, это еще началось 30 лет тому назад, мы просто так подумали, если бы мы были бы россиянами, мы бы тоже захламили их своими агентами. Это раз. Что и происходит, но это не только россияне, но и весь мир, по-моему, толкает своих вояков в Европу и в Америку. С точки зрения, если подумать, допустить такое, если мы догадываемся, допустить такое не могли ни американцы, ни европейцы. У нас есть подозрение, что это был организованный хаос по всей Европе. И сегодняшний день это логическая связь 30-летней давности. Вот говорят, что Россию можно победить. Вы понимаете, с холодным, безэмоциональных таких подходов я Россию вижу как сильную военную державу. И почему? Помните, в 2008 году, когда Россия на нас напала, после этого были некоторые факты, которые для меня были интересны. Некоторые, наверное, не учли. Например, несколько раз в Мексиканском заливе появилась подводная лодка России. Они подошли близко, проходя их защитные все системы. Прошло некоторое время, были факты, когда авианосцы в Соединенных Штатах увидели, как пролетали российские самолеты, они даже не заметили их на радарах. Такое же было, когда российские самолеты появились в воздушном пространстве Великобритании. Потом россияне объявили, что у них новое оружие, которое обходит. Ну, можно было подумать, что это игра какая-то, но факт был, что они уже продемонстрировали свое оружие, то есть невидимость их установок, это подводные лодки и самолеты. Логически можно подумать, что их можно и установить на ракетах, которые они так и объявили. Они объявили, что они нарастили тактические и стратегические вооружения. К чему я это говорю? Что если бы я был бы руководителем страны России, я тоже бы нарастил военную мощь, понимая, что другим путем мою страну не спасти. Теперь насчет проблем Кавказа и Украины. Мы давно читали, знали и учили, что при новых ракет и новых систем допустить расширение НАТО Украине и Грузии – это экзистенциальная проблема для России. Они до сих пор перекрывают и Черное море, и Средиземное море. То есть подпустить натовские войска на Украине и Грузии, а у них начинается тревога. Это раз. И они несколько раз это объявляли, что это недопустимо. То есть расширение НАТО, 5 раз расширилось НАТО. Мы понимаем, что Россия, конечно, держава не по вкусу для нас, она совсем по-другому устроена. У них совсем другие, как это сказать, основы. Например, одна государство, которое привержено к одолению. Оно государство, которое в своей стране в социально-политических категориях свой народ уравнивает, то есть у них равенство. У них есть взаимоотношения с другими
осуществляется с помощью получения. То есть она агрессивная страна, и она не одна такая. Американцы абсолютно другой народ. У них более приемлемо для них снятие напряжения, свобода. Они взаимоотношения с другими с помощью обмена и так далее. Но я хочу подчеркнуть, что мы, кавказцы, тоже не похожи ни на американцев, ни на русских, ни на китайцев. Мы своеобразные народы. По моему мнению, наше мировоззрение на много раз выше, на порядок выше, чем у всех остальных. Мы жили и живем, и долгие века прожили в самой центральной точке земного шара, где всегда происходило самые ожесточенные бои, самые исторические моменты, ключевые моменты, и мы всегда держались по-другому. Мы народ, который живет в согласии. Мы народ, который любит зависит от отдачи, это от меня к тебе. Он любит расширять свои понятия, свою общностью. Мы требовательны к чужим. Мы, конечно, толерантны, понимаем все, но требовательны в том смысле, что у нас дома мы не так живем, как вы. Поживите так, как мы живем. Это я к слову сказал, потому что все проблемы, которые сегодня мы видим на мировой арене, обусловлены вот этой непонятностью. Например, свобода для нас абсолютно другое. Для американцев это деньги. Для китайцев это быть в системе. Для россиян это быть в силе и в равенстве. У нас абсолютно другие подходы, поэтому мы не понимаем друг друга. Исходя от этого, мы пришли к такому мнению, что, например, расскажем немножко об американцах тоже. Есть у них такой стратег Фридман, который рассказывал свои планы по продвижению и целях Америки на континенте Европы. Их конечная цель была это связать Балтийское и Черное моря, и страны, и все страны, которые там посередине находятся. Это Венгрия, это Польша и так далее, и Украина. Мы понимаем, что это геополитический центр. Мы понимаем, что американцы действуют по-другому. Когда у них есть план, они должны этого достичь. И по сравнению с другими странами, как Россия или Китай, у них так огромные финансы и ресурсы, что они могут играть в долгую. Я, например, вижу, что война в Украине для них это долгая тема. Они постепенно будут вкладывать или не вкладывать, но они свое уже получили. Они получили то, что Украина, которая была самой большой страной с большими ресурсами и могла бы стать лидером Европы, абсолютно честно, лидером Европы и в технологическом, и в экономическом плане. Ее сравняли с землей. Вы видите, что те участки, на которые Россия имеет претензии, это в основном где производятся основные финансы. Это черная металлургия и так далее и тому подобное. И все ресурсы с этой стороны. В центральной части России, Украины, там абсолютно ничего нет. Там самое дорогое это прибрежные, то есть черноморские районы и восточная часть, где производится. Поэтому смотрим, что это не только война, это и финансовые интересы. Мы не видим смысла начинать войну без каких-либо интересов. То есть этот Фридман рассказывал, что
они всячески будут содействовать, и это было видно при поездке Байдена, не Байденова, этого американских послов, которые, и Нуланд, которые там свергли старый режим. И что они сделали? Они устроили Майдан. Можно было все делать по-человечески. И подтолкнули украинцев, подтолкнули. У нас такое видение. Потому что я помню Зеленского, который выходил и абсолютно другим настроем был. Он был к миру, к согласию, к соединению, к союзу и процветанию. Я же помню, что Украина была ядерная держава. Мы же все знаем, что там строились прекрасные самолеты, ракеты и так далее. Это был огромный ресурс. Поэтому у нас тоже много вопросов, почему не могли сберечь самое дорогое в этой стране. Теперь мы смотрим факты. Фактически Россия находится в войне. Если кто-нибудь хотел победить Россию, это могли американцы. Давайте пусть они... Как мы можем победить Россию? У нас нет ни ресурсов, ни финансов. Единственное, что мы можем, чтобы создать большой союз. Когда мы разгружены и считаемся маленькой страной, некоторые считаются легитимной, нелегитимной, но нас во внимание никто не держит. Поэтому наша главная цель, первое, придерживаться к правовым вопросам, потому что любая война закончится, все будут решать опять правовые вопросы. Это раз. Стать большим регионом, это значит обрести больше силы. Я не говорю, что мы должны нападать на Россию в данный момент. Я говорю, что пока надо набраться сил. И только большой союз наших государств, кавказских государств, заставить подумать и американцев, и россиян придерживаться и слушать наше мнение тоже. То есть мы будем такой же союз, как Европа. Это раз. И еще одно очень главное. Вы понимаете, что весь мировой экономический комплекс друг к другу связан. Например, когда говорят, что вот перекрыли там нефтепровод, газопровод, с России не покупают нефть. Это, может, пишут в газетах, но я точно знаю, как Россия продает через третьи руки тем же странам и нефть, и газ. Они платят их больше, Россия богатеет, но этот цикл разорвать нельзя, потому что все очень давно взаимосвязаны. Это поэтому у нас один такой ключевой момент, которым мы хотим поделиться с вами. Вы знаете, что Грузия в данный момент считается большой коридором, не коридором, это большими воротами между Европой и Азией. То есть это огромные ресурсы, которые могут пройти, это торговые ресурсы, в том числе энергоносители, через Черное море и через Грузию. То есть тут проходит 7 дорог. 2 дороги вы знаете, это Трасека и Карека, второе путь Викинг, который идет из Прибалтики. Георгий, извините, пожалуйста. Извините, а вот, да, если можно, покороче, и вот по теме сегодняшних событий, если можно. Я уже заканчиваю. Давайте, пожалуйста. Наша цель, чтобы, во-первых, эти интересы должны пройти через Грузию. Наша цель, чтобы мы большим обществом, большим содружеством получили эти дивиденды. Пока Грузия будет маленькой страной, никому не нужна Грузия легитимной страной. Эти акции она получит мизерные свои цены. То же самое и с нашими соседями. Чем больше мы будем сплачивать наши усилия, тем больше мы превратим наш регион в большой экономический узел.
что может быть основой для наших будущих процветаний. Потому что без экономического интереса только политические интересы нам ничего не даст. Большое спасибо, я чуть много разговаривал, как говорится, разносит иногда, когда касается наших будущих целей. Спасибо, Георгий, спасибо. В данный момент сейчас нас смотрят 244 человека в YouTube и 17 человек участники в Телеграме. Если у вас есть вопросы по сегодняшней теме на территории России, начались боевые действия, военные действия, как мы уже говорили в начале нашего стрима, РДК, Русский добровольческий корпус, Легион Свобода России и батальон Сибирь, вошли на территорию своей страны и ведут боевые действия. Если у вас есть вопросы, вы можете их написать в YouTube и задать их, я их зачитаю, или же вы можете непосредственно подключиться в Telegram-канал и там уже непосредственно сами задать вопросы президиуму правительства, Аяду Идигову и другим нашим участникам сегодняшней онлайн-конференции. Есть ли вопросы? Так, Хали-Гали, только по теме, пожалуйста, а то вы обычно, Шамиль, вы говорите, уходите от темы, и, пожалуйста, недолго, если можно, чтобы другие тоже могли высказаться. Так, нажимаете, включайте микрофон и можете говорить, Хали-Гали. Ассаламу алейкум, спасибо. Алейкум салам. Вот сейчас человек тоже выступал, и если людям будут также давать платформу, чтобы они выступали, это будет здорово, но для этого, ну, то есть, когда речь заблудшие, то как бы, ну, их надо как бы, ну, прерывать как-то, ну, как бы официально. Вот это, как бы, ну, вот, ну, мое такое чувство. А по поводу вот этих РДК и Легиона Свободной России, мне к ним очень, конечно, ну, вы сами, Аслан, ты сам понимаешь, мне к ним очень много претензий, но, понимаете, вот они зашли туда, вот они захватили деревню, а что они в деревне, что они предложили? Они что им предложили? Демократию или что? Они какой-то выбор? Что они предлагают? Шамиль, извините, пожалуйста, я зачитывал то, что как раз Легион Свободы говорил. Они говорят, что вы не бойтесь, что вам ночью позвонят в дверь, будете спать спокойно, без опаски, говорить, что думаете, то есть свободу слова они гарантируют. Россияне будут голосовать за кого хотят, а не за кого должны. Россияне будут жить свободно. Вот о чем они заявляют. А деревни они, как сообщают, берут одну за одной. Уже несколько взяли. Ну, это вот... Аслан, да, вот у меня семья, да? Жена, сын и у меня еще племянники. И вот они все как бы радеют как бы за Россию. И вот представляете себе, то есть ко мне придет человек, ну, то есть и скажет, о, мы здесь захватили, они скажут, ты что, дурак, что ли, или что? Ну, то есть все мои родственники скажут, ты какой-то придурок, зачем ты нам нужен? Ну, то есть это какая-то, ну, я вообще не понимаю, это что вы не понимаете, Шамиль? И ЛГБТ я их не понимаю вообще. Ага, ну вы наконец-то вы раскрылись, Шамиль, потому что вы долгое время так сидели, слушали и говорили разные такие отвлеченные темы. Вы же Путина и ФСБ свергать не собираетесь там в России? А есть бойцы, которые вышли с территории России на территорию Украины, обучились, вооружились и вернулись на свою страну. И, как говорится, из маленькой искры да возгорится пламя, как говорится. Я думаю, что если... Я только за. Да, если вы в России, то вам не нужно это говорить, конечно. Ну, посмотрим. Сомневаемся или нет? Ну, я вот сомневаюсь в Ахмеде Закаеве. Ну, в этом, давайте не будем на эту тему переходить, в нем не то, что сомневаться, мы уже о нем много раз говорили. И могу сомневаться в РДК, правильно? Ну, конечно, можете, конечно, я сомневался в них, да, конечно. Украину, за Ичкерию, все будет Ичкерия. Дуже дякую, спасибо. Баркал.
Спасибо. Салам алейкум. Валик, кто еще хотел бы задать вопросы, кто бы хотел выступить, вот как сейчас это сделал Шамиль? Так, вы можете написать комментарии в YouTube, вы можете зайти и высказать свое мнение в Telegram. Да, я скажу два слова. Да, пожалуйста, Аят. Вот из выступлений, которые были сейчас Георгий, потом Гали. Но вот эти разные точки зрения, их мы тоже услышим. Спасибо, конечно, что они говорят. И вот в этом диалоге мы будем все больше какую-то там общую точку искать. А общая точка у нас в том, что мы видим, да, мы, допустим, не можем сейчас влиять на эту ситуацию. Да, это так, но в то же время, когда, я хочу сказать, когда у нас было 5 агрессий нашей против нашей Москвы, и на нашу территорию нас заводила около 480 тысячную армию. Может быть, вы кто-то и не знает этого, а это официально по их данным и в газете публиковалось. И против этой армии воевал миллионный народ чеченский. И когда в это время звучал голос хоть кого-нибудь в мире нашу поддержку, нам казалось, что это вот наш спаситель. Поэтому, может быть, и мы не можем влиять, Георгий, экономически, все это понятно, все это взаимосвязано. Но в то же время, как бы то ни было, мы должны морально, духовно поддерживать Украину, поддерживать наших людей, которые хотят жить на этой земле мирным способом. Мы не хотим, чтобы убивали наших близких людей, независимо от того, какую религию мы исповедуем, мы должны мирно жить и сосуществовать. Да, мы хотели бы, чтобы было так. Вот Гали, вот там, он говорит, вот то-то, и вот придет он. Он говорит, мне кажется, вот такой момент такой он говорит. Вот Аслан правильно сказал, если возгорится пламя, возможно, что если в России там никто не может голос поднять, то есть люди, россияне, которые этот голос хотят поднять, они даже заходят на эту территорию, захватывают там какие-то города, бомбят их сами. Но вот в то же время, вот мы когда тоже вот шла вот эта вся война у нас, она у нас длилась очень долго, эта война. Мы столько людей потеряли, вы знаете. И когда здесь, вот смотрите, они везде всегда говорят, когда начинают, говорят там то-то, 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 то-то сделали, а про нашу республику, про наш народ забывать. Почему? И нашим людям кажется, это потому, что мы мусульмане. Понимаете? Многие вот не говорят. И это очень сильно влияет на ситуацию, которая у нас внутри есть, и тем людям, которые хотят отойти от основы нашего государства, в котором сказано, что мы правовое государство, суверенное, демократическое, независимое правовое государство. Поэтому вот эти вещи, по-моему, это провокационные вот такие вбросы делаются. И да, мы здесь должны говорить, как мы можем, допустим, хоть голосом, знаете, вот стакан перельется, даже одной капли удалить. Но важно сейчас в этой ситуации. Эти большие страны, они организовались как? Они появились. Они появились тысячелетиями, не сотнями лет, захватывают те и другие государства. Они развелись, а сейчас мир меняется стремительно. И при том в том направлении, что мы видим с вами, какая же это вот территория не была достигнута. Мы можем в любой уголок мира, как говорится, позвонить и говорить. И информацию иметь. Поэтому сейчас вот было бы хорошо, если бы исходила от нас информация, которая бы послушали нас, украинцы и другие, и оптимизм был бы в нашем, как говорится, разговоре. Вот что я хотел сказать. Так что не в упрек никому, а в том, что надо было бы думать, что нам делать в этом случае. Да, все, что мы говорим, что вы говорите, это правильно. Каждый говорит о своей боли
и возможности что-то сделать. А что мы можем сделать? Что мы будем сидеть, молчать? Вот когда с нами это было, и мы сидели, и все говорили, и все сидели, молчали и говорили, наша хата с край. Мы же знаем это. Теперь, когда на Грузию напали, то же самое. Все на Украину, хорошо, остальной мир там вот поднялся. Мы вот никакой опыт, так сказать, нас не учат, получается. Знаете, вот это печально. Надеюсь, что это изменится. Да. Спасибо. Да, спасибо. Извините, Гали, дайте сейчас Леча Лахая поднимал руку, дадим ему слово, потом можно будет и вам высказаться. Леча, включи, пожалуйста, свой микрофон, и можешь говорить. Алло, Хэшвон Леч. Хэшвон Леч. Да, слышно, Машволь. Ассаламу алейкум. Добрый вечер всем. Марна школа дольше мусора. Я, значит, внимательно слушал выше выступающих товарищей. Я со многим, честно говоря, не согласен. Надо очень много работать. Политические интересы во всему нашему миру, политические интересы только и работают. Самое важное, что для государства, это внешние, внутренние, политические вопросы. И если вопросы политические не будут решаться, то это успех этой республики, этого государства обречен на провал. Вот мы забываем, мы говорили на прошлом, я очень объемно, объективно все высказывался по поводу внутренних вопросов, и то же самое политических вопросов именно с приходом власти Путина. Путин пришел к власти 24 года тому назад. И что в резюме имеет Россия на сегодняшний день? Становится все хуже. И господин народ своего слова не говорит, боится, запуган. Почему запуган? Потому что взрывы в Волгодонске, эти дома, Курск, я не буду подробности, я просто акцентировать буду внимание. Курск, атомная подлодка тонула, и ее вовремя не эвакуировали, людей не эвакуировали. Затем, я не буду о Кемеровском говорить, шахтах, которые подвергались взрыву. И то же самое вышли на площадь в Москве и заявляли о своем недовольстве. Норд-Ост, вы помните, в 2002 году. Зимняя вишня, вы помните, в 2018 году. Это же все происходило на наших глазах. Потом пандемия. Это же тоже политика. Это не просто делается. Чем воевать, атомные используют вооружение. Лучше всего пандемия не химическое оружие использовать, не атомные ракеты использовать, а пандемия. Пандемия, она действует и через уколы, и через пускают эти самые воздушные корабли, они распыляют эти самые химические, бактериологические оружия, идет война против народа. Это же тоже есть политический вопрос. Вот политики и банкиры используют людей в своих целях. Используют, и пандемия убивает людей, запугивает, они не хотят, чтобы ракеты летели в их дома, в их корпус. Как, допустим, на Украине, вот коротко я скажу, Луганск, Донецк заняли, дошли до Харькова штурмом, потерями, потом поступает команда, они вернулись обратно. Тоже с потерями вернулись. И кое-как осталось малое число из элитных там десантных войск. И потом уже работают ограниченно.
А дальнобойные баллистические ракеты пускают в здания, убивают мирных людей. И что получается? Более 25 миллионов украинцев эмигрировали, выехали за Германию, Францию, Австрию, Норвегию, Голландию. Сегодня мы видим этих людей, мы общаемся с этими людьми. И они потеряли все. То так же, и Чечня. Если вернемся в Чечню, то Чечня была первую. Мы хотели, чтобы был мирный договор. Мы хотели, чтобы... Вот вы говорите, а кто, вопрос у меня возник вот в ходе разговора, в выступлении двух товарищей, а кто хочет нападать на Россию? Никто не хочет нападать на Россию. Но, извините, если к тебе врываются бандиты вооруженные, то волей-неволей за честь своей семьи, за честь своего дома, за честь Отечества погибали лучшие сыны. За честь семьи князья, дворяне вызывали на дуэль и стрелялись. А чеченцы тем более. И вот у нас в Чечне был полностью, значит, радикализирован. Главный штаб, реском и все прилежащие, допустим, войсковые части полностью была радикализирована. И на прослушивании стояли лучшие связисты и, как говорится, приемники. Ни «Голос Америки», ни одна республика, ни один союз, никто не выступил в защиту чеченского народа. Никто не осудил, слова даже не сказал. А мы говорим о чем-то. Глобальные вопросы решают и вот этими пандемиями, вот этими подрывами решается вопрос, государство решает. И этот вопрос решается в сговоре. Почему-то, когда на Украину напали, никто санкции ввели. А почему не ввели войска? Миротворческие войска. Они рассчитывали, что Путин осознает, что не надо лезть, остановись. Но он не понял. Да. И это самое. Никто не сел за переговоры. Почему нельзя было пригласить Путина и Зеленского на стол переговоров и обсудить этот вопрос? Приглашали, Лечь, приглашали. Они обманывали. Он все равно свое делал. Вот Путин обманывал. Они подписывали договоренность и не выполнял. Да. Сегодня вот, решает вопрос именно банкиры, вот, Ротшильды, сионистская машина, именно вот революция, свергла царя, именно они свергли, финансировали и свергли это его. И если говорить дальше, там много, конечно, вопросов. И то из-за Троцкого, и Райковский крестьян это подтверждал, что они крестьяне. Теперь вот что касается вот этого как вторжения, не вторжения, а возвращение россиян на родину, это можно назвать. Я могу, я, честно говоря, так легкий у меня такой шок и небольшая радость, но я могу, как говорится, констатировать или предполагать, что мы можем только предполагать сегодня, но сегодня, завтра, послезавтра, 2-3 дня мы посмотрим, что, с какими силами и какие у них цели. И если поддержка будет центра, допустим, Москва, Санкт-Петербург, Воронеж тоже, если будут поддерживать, то, конечно, они добьются успеха. Что я им этого желаю. Но если они просто как этот шествие сделал, как Рогожин, мы еще не можем. Если как Рогожин, конечно, я сразу сказал, что это человек Кремля.
Здесь посмотрим, посмотрим, потом будем судить. Как вы складываете. Но и еще одна у меня просьба, если это будет продолжаться, военная операция будет продолжаться, то где-то активизировать работу информационно-аналитического центра, чтобы информация была, чтобы люди, свежая информация, чтобы имели доступ, как говорится, сопровождение было и поддержка была. Вот это мое пожелание. И пожелание им успехов и свободу России. Баркал. Аиса, давай ты не выступал, и потом Хали Гали. Подождите секунду сейчас, Иса выступит, и потом можно будет вам выступить. Салам алейкум, добрый вечер. Ва алейкум салам, ашвуэль. Ва алейкум ассалам. Когда сейчас говорили о нашей судьбе Кавказа, судьбе Украины, России, всего мира, было такое ощущение, что мы общаемся с Россией, что там люди. Там же там только есть режим. Мне сейчас, я долго занимался этой темой, это называется служба безопасности, начиная от Ленина, Троцкого и так далее, кончая сегодняшним днем. 27-й служба безопасности российской державы, короче. Это у нас после Путина идет у нас этот, ну, вы знаете кто. Вот этот человек сейчас автор, который есть, помните, британского сахара и так далее. Мы Патрушев. Мы пытаемся с нелюдями говорить только потому, что они захватили целую страну. Как помочь стране этой избавиться? Но это еще сложнее, потому что демагогия и пропаганда, она превратила из этих людей, пострадавших людей, с этого режима, в защитников какого-то там русского мира, советского фашизма, оставшегося от Сталина. В свое время Сталина приголубили, а когда он своровал ядерное оружие, технологии, признали. Да. И вот с тех пор вот эта раковая опухоль росла, и когда один человек всего лишь, возглавивший ФСБ, захватил власть и наврал до такой степени, что казалось, что успокоится. Но это не та порода. И получается, в сегодняшний день мы зависим от того, что он принимает решение в ООН. Так вот, мне кажется, такая ситуация, что один из путей – это просто добиться того, чтобы весь мир, включая ООН, начал обсуждать, а с кем вообще разговаривать. Надо просто этому народу, русскому народу, хотя русских там мало, но российскому народу, объяснить, что это их защита, их мы защищаем. Мы не, против них не собираемся ничего делать. И теракты, которые они делают, когда они приходили, вырезали у нас с десятками, сотнями тысяч людей, они так и не поняли, что это произошло. Они подумали, что это их земля. И в который раз они приходят и это делают. Потому что руководители, которые у них есть, как были царями, дворянами, так народ и остался крепостным. В принципе, вот так все, то, что я думал. Баркал Айса, Дейре Схоль. Так, Муса, повесил я чули? Или ты просто включил микрофон? Да. Да, пожалуйста. И Хали Гали, вы сразу после Мусы. Да? Это элементарная вещь, в общем. Россия – это огромная страна, в общем. Россия и Америка – две страны, которые, в общем, считаются, в общем, в мире самой крупной. Вот. И надо начинать, в общем, с первых дней, в общем, чеченцы в 1984 году, которые, в общем, говорили, что за 2 часа, в общем, возьмем Грозный, в общем,
Короче, 2 года воевали. И в этом смысле я о чем хочу. Говорит, все, дела уже надо начинать с чеченской войны. Потом как его, Грузия, потом только Украина. А первыми, которые огромная страна, против них кто воевал? Чеченцы воевали. Вот это надо помнить всем. Да. И хотя, когда я, в общем, сектор, этот заводской район был, когда мне приказали, в общем, чтобы в Ханкалу без сопровождения армию, российскую армию, когда я пришел, в общем, мы там Поликовский, командующий был, с ним поговорили, расписались там по документам, что каждый, в общем, нормально, все без жертв, в общем, сопровождали. И дальше, когда мы на Курилку вышли, там, в общем, генерал, в общем, в глазах слезы у них были, в общем, мы еще вернемся, типа такого говорили. Я знал, что война в любом случае второй войной будет тогда. Я знал, и со мной, который был, Джим Асламбек, мы называли его, Асламбек, мы вдвоем в этом слышали все. Поэтому все, в любое время надо начинать, в общем, действия. А вторая война была, просто с расстояния закидали, в общем, этими градами, ураганами, в общем, все, ракетами, вот так вот. Даже контакта боев не было. Поэтому, в общем, они осознали, в общем, что за 2 часа возьмем Грозный, в общем. А потом поняли, через 3 года поняли, что, в общем, неправильно начали. Вот так вот. Надо начинать, в общем, против России воевали кто первый, который все боялись России, в общем, то чеченцы. Вот это надо запомнить всем. И весь мир знал об этом, что чеченцы победили. Хотя, я считал, это не победа была. Потому что многих людей мы потеряли. Но весь мир зато знал, что Чечня вот так вот их вывели, в общем, со своей территории. Ну так, все я сказал. Баркал Муса. Так, Хали Гали, если вы хотите говорить, поднимите руку, если вам есть что сказать. Я вам дам слово. Сейчас нас смотрит 505 человек в YouTube и 15 участников в Телеграм-канале. Если у вас есть вопросы, друзья, вы можете задавать. Сегодняшняя наша тема: на территории России идут военные действия. Платформа открытого диалога, 21 стрим сегодня. Информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Единственная легитимная власть чеченского народа и государства. Если у вас есть вопросы представителя Президиума правительства и если есть какие-нибудь комментарии по поводу сегодняшней темы. Как известно, сегодня 3 отряда, 3 группы, 3 батальона русских, россиян зашли на территорию фашистской России и хотят сделать ее не фашистской, сделать ее свободной. Будем болеть и переживать за них и поддерживать их. Желайте им удачи. Если есть вопросы, друзья, задавайте. Так. Вопросов нет. Хали Гали поднял руку. Давайте дадим слово Хали Гали. И потом Хали Гали. Шамиль, пожалуйста, Добрый вечер. Здравствуйте. Недолго только. Да. Да. Арслан, а ты помнишь, как в Башкирии начинались эти протесты, помнишь? И все они просили царя поменять им Хабирова. Да. Так вот, все эти РДК и все прочие, они просят поменять им Путина.
Я думаю, что они все фуфлыжники. Вот так. Слава Украине. Героям слава. Животечко. Да, Вова, спасибо за ваше мнение. Посмотрим. Все нормально. Так, есть еще вопросы, друзья? Шамиль, выключите вас микрофон. Да, спасибо. Так. Два слова. Да, пожалуйста. Георгий. Уважаемый Ахиад, в резолюционной части, пожалуйста, пишите, что грузинская сторона видит решение проблемы правовыми путями, раз, в Кавказском доме, два. И на этот счет было бы лучше, чтобы кавказские народы поучаствовали в форуме. Если этот форум вы можете организовать во Франции, это было бы прекрасно. Спасибо большое. Спасибо, Георгий. Аят, вы на связи? Да? Вы... Еще я бы хотел сказать. Сейчас А вот русские, которые протестуют, так, где протестантский народ? И они, получается, убивают сами себя. Ну, убивают они сами себя в Украине, то, что пошли и убивают своих людей и русских, в том числе граждан Украины. Это они давно этим занимаются. Люди для них на России, мы знаем, ничего не значит. Человеческая жизнь ровно счетом ничего не стоит. Аят, что мы уже полтора часа почти в эфире. Я там скажу тогда два слова. Да, и можно уже, наверное, заканчивать наш сегодняшний стрим. Да, пожалуйста. по поводу того, что вот сказал Шамиль, там убивают они своих русских. Так они, когда приходили к нам, там у нас было около 300 тысяч русских, но в основном вся масса там выехала, они их предупредили, они выезжали, а потом они бомбили эти дома, и этих же русских убивали. А наши люди этих стариков, других забирали и возили в села, чтобы там они в Грозном не умирали. Такие случаи у нас были много. Потому что это было проявление, так сказать, гуманности, человечности. А для них нет важности своих убить, чужих убить. У них, как говорится, этот вопрос, он решается так. Бабы еще нарожают. Так? Они так делают. У них пушится мясо, каждый человек. Да. Когда на Западе этого нет, они считают, что нужно своих людей сохранить и решать этот вопрос иначе. Так? А вот по поводу вот Кавказского дома, да, я думаю, что этот вопрос очень важно. Мы с вами об этом говорили. Вот я вижу и Нукри здесь, так, и Малхаз здесь. И мы с вами вот говорили об этих вещах, о Кавказском доме, который тогда еще при жизни Жахара и Звиада тогда обговаривали вот этот вопрос о Кавказском доме. Этот вопрос, нас с этого вопроса хотят столкнуть, вот эти именно российские агенты влияния, которые есть среди нашего, как говорится, общества, зарубежья и другие, но за ними, мы уверенно стоят русские агенты и русский Кремль, который пытается столкнуть нас с той правовой базой, о которой вы сказали, про Георгия. Правовая база — это является тот ресурс, который есть один из главных для нас с вами. И мы в этом направлении держим, как говорится, курс. И вот я имею в виду от имени президиума правительства, от наших сторонников. И то, что мы с вами, Грузия признала нас первой тогда, это тоже было связано, потому что с правовой точки зрения
создали свое государство. Вы хорошо, наверное, помните это все. И сегодня мы тоже говорим о том, что мир обязательно, как вы сказали, должен вернуться на правовую основу. И в соответствии с этим должен потом решать все вопросы. Война – это, конечно, нарушение. Нарушение – это преступление. И те, скажем, агрессии, которые нападают, с точки зрения международного права, Кельтского принципа, это грубейшее нарушение, это преступление. А они сидят, тут я сказал, они сидят где? Они сидят в Совете Безопасности ООН. Как это так? Они там получают разные, это все экономически, все, да, действительно, они развиваются и крутят вот это все. Здесь вот, мы должны здесь рассказать людям, кто нас будет слушать, что нужно вот на это обращать внимание. Когда люди поймут, и это будет для них основание для того, чтобы сказать свое слово, мнение другим рассказать. Я думаю, что так будет правильно. А то, что мы здесь сейчас беседуем и ищем какие-то вот подходы по кавказскому вопросу, вообще кавказскому, так, да, это тот вариант, который нужен нам. Мы с вами уже раньше подписывали меморандум, помните, с вами подписывали, второй раз мы с вами подписывали, даже трижды, по-моему. Эти бумаги мы, решения публиковали на наших сайтах. Вы, наверное, тоже их публиковали. Вы можете два слова сказать об этом. Вот Нукри здесь есть, можете Малхас, кто из вас тут скажет. И на этом можем завершить, как вот говорит Аслан, потому что уже где-то 1,5 часа говорим. Кто из вас скажет тоже, чтобы наши люди знали об этом тоже. Пожалуйста. Да, я сейчас включу. Нукри, да, должен выступить? Да. Так, приветствую, Нукри. Вы можете включить свой микрофон и сказать... Нукри, да, Нукри, извиняюсь. И Георгий, кто хочет, может выступить. Заранее благодарю. Нукри, если вы хотите выступить, вам нужно включить у себя микрофон. Но если Нукри не желает, то есть там Малхас тоже. Малхаса не вижу. Вот ниже Малхаса привод, он тоже может сказать. Мы с ними, это люди от власти Грузии. Не вижу вот, Малхаза, а Макса вижу, Халида вижу под Нукри. Ну хорошо, тогда это можно, наверное, сказать тогда, если они разницы нет, то может и сказать сам Георгий, пожалуйста, да? Георгий. Да, пожалуйста. Наверное, там проблема с микрофоном, еще не разобрали. Возможно, да. Она было, да. Пожалуйста, скажите несколько слов, чтобы коротко, чтобы эти наши люди знали, что мы не случайно с вами имеем контакты, разговоры, не случайно. Пожалуйста, скажите. Да, конечно. Самое главное в нашем договоре, меморандуме, соглашении, это признание друг друга, то есть признание Республики Ичкерия на основе признания того 13 марта 1992 года. Да, на этой базе, да. Мы повторяем тот же путь, который проделывали наши президенты Извияз Гамсафурдия и господин Дудаев. Да. Мы просто прошло время, мы снова с другим, третьим глазом посмотрели на все те проблемы, которые мы не смогли решить тогда. Поэтому это соглашение, это дружеское, межгосударственное соглашение, признание друг друга и видение будущего, дружеского будущего, союзничества. Это единственный способ, который мы видим для нас обоих, и для Ичкерии, и для Грузии. Мы были бы рады, если все союзные государства Кавказа
вместе соединимся в этом прекрасном начинании. Мы не менее сильный регион, чем Европа. Абсолютно. Мы не менее важный регион, чем Европа. Да. И у нас огромный ресурс для процветания и возвращения в наши страны. Мы не можем представить, еще подчеркиваю, мы не можем представить без правовых основ видеть Чеченскую республику. Мы хотим видеть дружеский народ, вернувшись домой. Так же, как в Грузию хотят вернуться уйма грузин. Нас немало, оказывается. Поэтому это общее, самое дружелюбное, дружеское, общечеловеческими ценностями полна наши отношения, наши миссии и наши надежды. Мы хотим свободы, мы хотим справедливости и любви. Это три основные человеческие понятия, которые для нас всех очень важны. Вот это и есть основа, что мы собираемся делать, показать миру, что война это не решает никакие проблемы, только союз и сотрудничество. Да, вот спасибо. Я там два слова добавлю, если можно. Я хочу сказать, что последний наш договор был подписан на грузинском, чеченском и русском языках, на 3 языках, и мы его публиковали. То есть мы продолжаем эту линию, чтобы знали все, вот, кто здесь присутствует, и для других, кто будет слушать. Эта работа продолжается, и на основе, вот этой правовой основе, которую говорит сейчас Георгий. Спасибо, Георгий. Спасибо, Георгий. Спасибо всем, кто выступал, говорил. Спасибо, Аят. Это, Георгий, это очень хорошая идея. Ну, это идея Звияда Гамсахурдия, Джохара Дудаева. Это мечты нашего народа, наших народов, как называл нас Абдурахман Автарханов, кавказской нации. Мы единая нация, и я полностью с вами согласен и оказываю вам всяческую поддержку ваших идей. Мы с Аядом это тоже обсуждали неоднократно. Это очень, это жизненно необходимо, не просто это нужно. Спасибо вам большое. Спасибо всем, кто говорил, выступал. Спасибо всем, кто слушал, кто поддерживал. Спасибо тем, кто нас хейтил, потому что вы этим самым раскручиваете наш канал, писать комментарии и так далее. Всего самого хорошего. На этом наш сегодняшний стрим заканчивается. Адикюэль Маш Оэль. До свидания, друзья. Дай у нас. Давайте, до свидания. До свидания. Адикюэль Маш Оэль. Так, я выключил, мне кажется. Так, на этом наш сегодняшний стрим заканчивается. Дейре Шамзат Хуна Хуиль Басарна Ладуан Чан Хойсан Чан Уэн На Васталдин Чан Ухтя Хожер Бол Чан Масана Дейре Солда Пихай Берст Киюэль Дала Мюжги Ишин Цан Кэлеш Уэг Мелин Харцу Уэн Дюхал Мелин Преступление Дегуэль Куэн. Слава Украине, все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Адикюэль Маш Оэль Бюс Дегалюэль. До свидания, друзья.